на юности. Над Волгой вновь звучала музыка Сайдаша. Еще при жизни композитор заработал всенародную любовь и оставил поистине народную музыку, которая сегодня волнует сердца тысяч татар. Мария Колесова побывала в тех местах, где жил и творил автор гимна Татарстана. Не случайно для проведения праздника выбрали село Кызылбайрак. Именно здесь, на Волге, в течение 20 лет отдыхал Салих Сайдаш. Семья композитора также посетила праздник. Вспоминая детство, Валерий говорит, еще при жизни его дед был настоящей легендой. Композитор был настолько популярен, что даже во время их прогулок всегда был в центре внимания. За руку с ним идем, и невозможно было шагу ступить, народ обступал. И он все время говорил, а я теребил, дедушка, пойдем за мороженым пошли. Такие детские впечатления. Мелодии Салиха Сайдашева сопровождают ее постоянно. Работая в школе, каждый урок Гульшат Гарифуллин начинает с минут, посвященных народным традициям. Школьники разучивают и поют многие произведения известного композитора. Каждый год здесь бываю. Вот сегодня даже действительно созрело. Дождик прошел, на душе, значит, вот как бы напоминает, значит, ноты Салиха Сайдашева. Праздник, который проводится здесь каждое лето в августе, начиная с 2000 года, и на этот раз собрал видных деятелей культуры, артистов, музыкантов, композиторов, а также многочисленных почитателей таланта Сайдашева. Фрагмент, который исполнила на празднике Лариса Маслова из балета «Гульнара», ранее был никому неизвестен, и обнаружили его случайно. В процессе подготовки к 90-летию Салиха Сайдашева. То есть это было в 1990 году. Эта музыка, она живая, она существует, и она сайдашевская, это его нутро, это его стиль. Еще не все тайны творчества Салиха Сайдашева раскрыты. Многие произведения неизвестны и пока остаются в архивах. Мария Колесова, Андрей Корсинский, телеканал «Татарстан», Новый век, Верхнеуслонский район. Вкусно готовит.